буровые вышки, высоковольтные линии электропередач, автострады. Все это новь сегодняшней Калмыкии, Калмыкии 50-го года советской власти. Еще недавно, каких-то 40 лет назад, здесь были вбиты первые колышки. И сделали это коммунисты, комсомольцы. А сейчас у Листа административный, индустриальный и культурный центр автономной республики. Город растет. Только недавно построены микрорайоны жилых домов, трикотажные швейные фабрики, мясокомбинат, типография, домостроительный комбинат. И все это во имя человека, для его блага. Говорил, что уровень культуры народа определяется количеством издаваемых им книг и газет. Алексей Максимович Горько издательство выпускает в год более 100 произведений. В мае на Всероссийском конкурсе книг в Сокольниках Джангар и современная поэзия Калмыкии завоевали диплом первой и второй степени. Широкий круг читателей. А сегодня с ними встречается поэт Алексей Балакаев. В старое время самыми учеными людьми считались гелюнги, буддийские священнослужители. Трудно поверить этому сейчас, когда в одной только Листе более 50 научных работников. У Донары Сусеевой все складывалось довольно несложно. Школа, вуз, аспирантура, преподавание в институте. Несравненно тяжелее был путь в науку для доктора филологических наук Церена Дарджина Минханова. Гражданская война, революция в Монголии. Он был комендантом Улан-Батора. Его перу принадлежат исследования по монгольской лингвистике. Стал научным работником и его сын Денислав. Он кандидат исторических наук. Мархаджи Нармаева многие знают по его роману «Маныча-река». Но не менее известен он как ученый. Он директор Всесоюзного научно-исследовательского института мясного скотоводства. Институт ведет важную работу в области улучшения качеств знаменитой калмыцкой породы. А ведь это 3/4 мясного скота всего Поволжья. В степи осадков выпадает в 1,5 раза больше, чем здесь. Теперь по этим каналам
идут в степь воды Волги, Кубани, Кумы, Егорлык. Выросли сады, рисовые плантации, поднялись урожаи хлебов. И все это только начало. Сооружаются огромные Чограйс-хранилища, Сарпинская обводнительная система. Поселок Каспийский стал городом. Здесь построен машиностроительный завод. Он выпускает автоводовозы и автолавки. Много их на степных дорогах Калмыкии. И вот сегодня приехал к животноводам колхоза «Победа» продавец Троицкого сельпо Василий Букраев. Чебан Егор Лукшанов – герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР. У него свой 5-летний план – дать... С заботами, тревогами, раздумьями приезжают к нему люди с ферм, бригад. Как бы ни устал, не был занят депутат, он выслушает, посоветует, поможет. Удивительно, говорят старики, знали землю как свой дом. И днем и ночью скажем, где что лежит. А води же, были слепыми, по черному золоту ходили и не знали. В глухой степи, где и почта приходила не каждый день, поднялись эти вышки. И одним из лучших мастеров треста Калмгазразведка стал Петр Лысенко. Вот он, калмыцкий газ. Молодежь здесь везде, на стройках, в поле, в чебанских бригадах. Многие учатся в Москве, Ленинграде. Ну а когда закончат институт или настанут каникулы, возвращаются к себе, в родной дом.